1902 году, 7 июля, в наш город прибыл министр путей сообщения России князь Михаил Иванович Хилков, человек, очень тесно связанный с Тверским краем. Проинспектировав состояние железнодорожной станции Тверь, он на пароходе отправился в Кимры для того, чтобы решить вопрос о строительстве железнодорожного моста через Волгу. Сразу два достойных упоминания события произошли в нашем городе в этот день в 1921 году. Именно 7 июля родился наш земляк, герой Советского Союза, летчик Арсений Степанов. Он рос на Вокжановке, учился в средней школе номер 9. В начале 1941 года закончил летную школу и сразу отправился на фронт. За 2 месяца Арсений Степанов совершил около 50 боевых вылетов, нанеся врагу очень большой урон. Именно за это 20-летний летчик был удостоен звания Героя Советского Союза. Арсений Степанов погиб при выполнении боевого задания в сентябре 1942 года. В настоящее время одна из улиц нашего города носит его имя. В этот же день, в 1921 году, был создан губернский штаб частей особого назначения. Он был предназначен для того, чтобы формировать части, которые будут бороться с кулаками, повстанцами и прочими силами, противостоящими советской власти. В Твери был создан 18-й отдельный батальон особого назначения, почетным членом которого был избран Михаил Калинин. 7 июля 1926 года в Тверь приезжал известнейший в ту пору мастер разговорного жанра Смирнов-Сокольский. Он выступил перед горожанами на сцене летнего театра со своими новыми фельетонами, среди которых особенным успехом пользовался фельетон под названием «Карандаш товарища Троцкого». 3 годами позже, в 1929 году, в этот день состоялось открытие стадиона фабрики имени Вокжанова. Как было положено в таких случаях, сначала прошел торжественный митинг, а затем начались массовые гуляния, соревнования по легкой атлетике, баскетболу и теннису. А футболисты фабрики имени Вокжанова в этот день провели матч с железнодорожниками из Ленинграда и уступили со счетом 3-4. 7 июля 1935 года облисполком принял решение перевести экспозицию Краеведческого музея из Путевого дворца в бывшее здание Церкви Вознесения. Что интересно, в тех помещениях дворца, которые некогда занимал музей, разместился именно облисполком. В 1989 году, 7 июля, на Комсомольском проспекте открылась новая стоматологическая поликлиника. Правда, радость ее появления для жителей района оказалась подпорчена тем, что места для ортопедического кабинета здесь не нашлось. Для того, чтобы вставить зубные протезы, нужно было ехать в микрорайон Юность. И, наконец, в 1993 году, в этот день в Тверском цирке при большом скоплении публики прошел концерт весьма популярного в ту пору певца, незадолго до этого приехавшего из Соединенных Штатов Вилли Токарева. Друг мы не ждали, и кто-то из вас меня ждет. А я вспомнил эту песню, вам привет послать, пожелать того, чего хотите. Я хочу вам счастья и здоровья пожелать, но что так прошу.